Добрый день, коллеги. Меня слышно, меня видно? Коллеги? Ну, насколько я вижу, замечательно. Еще раз добрый день. Мы начинаем с вами. Сейчас немножечко мы подправим. Итак, коллеги, мы начинаем сегодня с вами вебинар «Обеспечение объективности оценочных процедур в режиме дистанционного обучения», потому что действительно сложилась такая ситуация, когда необходимо не только организовать обучение обучающихся в режиме дистанта, но еще и проведение массы оценочных процедур. В целом хочу сказать, что современный этап развития системы образования характеризуется появлением новых образовательных технологий, высокими темпами его информатизации, и в последние десятилетия во всем мире широко распространяется дистанционное обучение. При этом термин дословно обозначает обучение на расстоянии, когда обучающийся и обучаемый разделены пространством. И на основе дистанционного обучения в настоящее время возникло так называемое открытое образование, дистанционное образование. И фактически мы говорим о том, что этот термин вошел в нашу с вами жизнь фактически уже достаточно давно и плотно. Но каким образом нам с вами соединить дистанционное обучение и объективность оценочных процедур? Давайте посмотрим. Для этого я предлагаю вспомнить, что же такое объективность оценочных процедур. Мы помним, что в целом объективность... Коллеги, я прошу прощения, отвлеклась. Если у вас что-то не работает, попробуйте, пожалуйста, выйти из системы, войти заново, и должно все заработать. Потому что я так смотрю, что у большинства коллег все замечательно. Хорошо. Итак, объективность. Определение дано одно из определений дано на экране, представлено вам. Коллеги, объективность – это то, о чем мы с вами говорим, и говорим или неоднократно на протяжении последнего времени. Собственно, это то, к чему на протяжении последних, наверное, 3 лет призывают все оценочные процедуры. Мы понимаем, что фактически сложилась следующая ситуация. Я немножечко отвлекаюсь на чат, потому что коллеги задают вопросы, поэтому я немножечко так притормаживаю. Итак, коллеги, мы говорим о том, что в ряде оценочных процедур все чаще и чаще звучат такие слова: объективность, положительное отношение к объекту исследования и так далее. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что несмотря на все сложности и трудности, наша с вами основная задача – это оценивать результаты любых диагностических работ объективно, то есть независимо от каких-либо показателей. Мы с вами, и я как практик в прошлом, как учитель до недавнего прошлого, прекрасно понимаю, что есть различные и объективные, и субъективные причины тех или иных оценок. Мы знаем, что прекрасно, что вот, например, нет сегодня у ребенка настроения, да, он у нас отличник, что-то случилось дома, и вот контрольную работу там или какой-то вот диагностический материал он нам плохо написал, но мы же знаем, что он ребенок хороший, грамотный, и вот либо мы ему дадим возможность переписать эту работу, либо, вот сегодня мы закроем глаза на какое-то там вот его такое отношение, поставим оценку. К сожалению, такое у нас с вами есть. Кроме того, мы прекрасно понимаем с вами, что итоги, результаты оценочных процедур влияют в том числе и на оценку нашей с вами работы, нас с вами как педагогов. Поэтому в ряде случаев есть педагоги, которые либо завышают баллы, отметки, либо же, я уже приводила вам такой пример, общение моего коллеги с детьми, наставление его перед написанием всероссийских проверочных работ, где он открытым текстом детям пишет: самое главное, напишите не хуже и не лучше, чем вы обычно пишете. Коллеги, наверное, это тут, собственно, моральная ответственность каждого из нас, но такой подход, с одной стороны, объясним, потому что, да, мы помним, что, например, всероссийские проверочные работы и любые другие оценочные процедуры
Есть такое сравнение, где как обучается ребенок, какие отметки он получил за последний там триместр либо четверть, и как он написал эту работу, и, соответственно, там выводятся показатели хуже, лучше и так далее, да, то есть как бы оценочные процедуры, которые происходят на фоне, на базе образовательной организации. Но, тем не менее, коллеги, возникает такая сложность, что нам нужно поставить ту отметку, которую ребенок заслужил здесь и сейчас. Понятное дело, что у наших детей, и регулярно мы говорим о том, что это и, собственно говоря, различные оценочные процедуры, это и стартовый контроль знаний, 3-4 недели сентября, да, учебы. Это и промежуточная аттестация, это республиканские проверочные работы, это НИКа, это всероссийские проверочные работы, это пробные ЕГЭ, ОГЭ, это сочинения, изложения. То есть в любом случае мы понимаем, что этих работ действительно очень много, и наши дети постоянно находятся в состоянии стресса. Но, тем не менее, те или иные работы пишут хуже или лучше. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что оценочные процедуры, они разные по форме и по методике проведения. Форма подачи текста, материала. И поэтому детям действительно очень сложно во всем этом разбираться. Но, тем не менее, мы прекрасно с вами понимаем, что дети должны понимать, что они отметку получают ту, которую они заслужили здесь и сейчас. При этом мы говорим о том, что на уровне Республики Коми, это уже неоднократно звучало на разных уровнях, о том, что выявлены по итогам оценочных процедур, проведения оценочных процедур, выявлены школы с признаками необъективности. Что это значит? Вот признаки необъективности у вас показаны. Объективность оценки образовательных результатов, образовательной организации, объективность оценочных процедур, качество региональных, муниципальных и школьных управленческих механизмов. То есть все это у нас с вами есть, мы все это прекрасно знаем, и на основании вот этих вот направлений, анализа этих направлений мы говорим о том, что выявлена образовательная организация с признаками необъективности. Что такое необъективность? Вы видите, что фактически мы говорим, что либо... Вот сейчас они здесь будут представлены. Оценки доверительного интервала среднего балла конкретной школы относительно всех школ региона. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что либо, например, анализируются конкретные задания, конкретные работы диагностического материала, и все школы, например, не справились с этой задачей, а какая-то образовательная организация, прям все 100%, там, или 99% обучающихся справились. Либо же сильно разнятся отметки, которые ребенок получил, дети получают в ходе вот этих оценочных процедур и средние оценки у ребенка. Далее вы видите, что может быть большой скачок как в плюс, так и в минус между переходами между классами. То есть, например, в 4 классе по математике показатели были там чуть ли не 100%, а в 5 классе резко упали, показатели там стали 30-40% и так далее. То есть дети начали гораздо хуже справляться с теми или иными заданиями. Либо же на уровне там, начальной школы, основной школы мы констатируем, что обучающиеся сформировались данные умения, навыки, а при переходе на следующий уровень, либо следующий класс, дети не показывают эти умения, не демонстрируют эти умения. Понятное дело, что мы не сравниваем 4 класс с 4 классом, мы сравниваем конкретный класс на протяжении длительного времени, то есть начиная там с 4, 5, 6 и так далее. При этом понятное дело, что образовательная организация, точнее учитель, каждый учитель должен анализировать, какие умения сформированы, не сформированы обучающихся, и мы неоднократно, анализируя и ВПР, и итоговое сочинение, вот сейчас перепроверку итогового сочинения, констатировали о том, что да, действительно, иногда один и тот же класс, дети одного и того же класса демонстрируют какие-то умения на одном предмете и не демонстрируют эти же самые умения на другом предмете, например, метапредметные, да, или демонстрировали их там в 4 классе, не могут продемонстрировать в 7, потому что мы отслеживали несколько лет. Соответственно, есть опять-таки же объективные причины этого процесса, но в данном случае мы говорим о
о том, что в целом, когда анализируется школа, в целом анализируются образовательные результаты детей, возникают такие сложности. И вы видите, что наличие выпускников образовательной организации, получивших золотые медали, имеющие низкие результаты итоговой аттестации. В этой связи понятное дело, что объективность оценочных процедур, мы с вами как-то так вот только начинаем разбираться, какие же это оценочные процедуры в рамках в целом тех оценочных процедур, которые происходят сейчас. Но теперь мы столкнулись еще и с такой с вами задачей, с такой проблемой, что мы ушли с вами в дистанционное обучение. И до 12 апреля, как сейчас будет складываться ситуация, но тем не менее мы говорим о том, что 5-6 апреля не за горами, и мы с вами из длительных каникул выходим. Фактически уже сейчас, вот прошлую неделю, дети у нас учились с вами дистанционно, и до каникулярного времени в дистанционном режиме дети должны были писать какие-то проверочные работы, назовем их так условно, четвертной контроль знаний, и поэтому мы говорим о том, что фактически на сегодняшний день, к сожалению, в основном своем большинстве педагоги, к сожалению, повторю, не отработали систему дистанционного контроля знаний обучающихся. С чем это связано? Фактически мы говорим о том, что в настоящее время в мире накоплен значительный опыт реализации системы дистанционного обучения, которая различается не только методологией, но и зависит от особенностей той или иной страны, в которой практикуются методы и подходы к организации дистанта. Однако в целом все признают, что будущее за дистанционным обучением. Не только в силу развития информационно-коммуникационных технологий, но и как следующий такой закономерный этап развития образовательных систем. И вы знаете, что уже на сегодняшний день многие ребята пользуются, сейчас уже не столь актуально использование репетитора, вот человек-человек, да, когда занимается один на один с ребенком, как очень распространены дистанционные формы репетиторства, как вариант, да, одной из систем работы. Поэтому и основная школа, вот в таких условиях мы с вами столкнулись и, соответственно, должны каким-то образом это решать. Но и мы здесь говорим о том, что фактически контроль или проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения, мы все с вами это знаем. Она имеет место на всех стадиях процесса обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо раздела программы и завершения уровня обучения. Суть проверки результатов обучение состоит в выявлении уровня освоения знаний учащимся, который должен соответствовать образовательному стандарту по данной программе либо данному предмету. Все мы это с вами прекрасно знаем. И фактически мы констатируем, что в настоящее время доля дистанционного обучения в процессе образования постоянно увеличивается. Техническая реализация системы дистанционного обучения представляет собой достаточно сложный программно-аппаратный комплекс, и в основном они строятся, исходя из таких вот портальной схемы, которая представлена на рисунке. Фактически основатели дистанционного обучения, а если мы посмотрим в историю, то мы фактически первое у нас дистанционное обучение появилось еще в XIX веке, когда один английский ученый отправлял своим ученикам задания по почте, письмами, те должны были выполнять их и присылать обратно, так как не было возможности общаться. И фактически именно вот посредством такого дистанционного в XIX веке обучения ученики отправляли задания, выполняли и так далее, и связывались со своим учителем. То есть, немножечко поменялись технологии, но методика-то осталась. И фактически мы говорим о том, что выделяется несколько определенных принципов. Первый принцип, определенные основные принципы организации контролирования учащихся, которые необходимо соблюдать в дистанционном обучении. Во-первых, это принцип объективности. Здесь мы говорим о том, что познавательная деятельность в дистанционном обучении должна оцениваться при минимальном
воздействия субъективного фактора. Второй принцип – это принцип демократичности, то есть в дистанционном обучении должны создаваться равные условия для всех обучающихся, проходящих контроль. Третий принцип – это принцип массовости и кратковременности, то есть контроль с помощью дистанционных технологий должен быть организован так, чтобы за как можно меньшее время осуществить проверку знаний у большого количества испытуемых. В общем случае структурно система дистанционного обучения с точки зрения этих этапов обучения можно представить взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом следующих элементов. Это мы преподнесли информацию, да, то есть преподнесение информации, закрепление информационного материала, контроль знаний, фиксирование успехов и сопровождение системы. То есть успехи зафиксировали, выявили какие-то дефициты и сопровождаем. В дистанционной форме проблема контроля учебной деятельности учащихся становится одной из ключевых при проектировании учебных курсов и их внедрении. Так, например, в данном случае, прежде чем перейдем более подробно к формам, хочу сказать, что принцип объективности, фактически он понятен, принцип демократичности, в данном случае, доступности, в данном случае мы говорим о том, что доступно для всех. То есть, коллеги, нужно предполагать такие формы контроля, которые позволят всем участникам процесса принимать участие. О чем я говорю? То есть все мы люди сами взрослые, но вот сложилось так, на личном примере приведу, сложилось так, что вот буквально вчера были выходные дни, и я что-то там не успела доделать по работе, какой-то отчет для федералов. И форма предоставления отчета не предполагала наличие каких-то специализированных программ, случился перебой с интернетом, стационарного компьютера, и я смогла его заполнить с легкостью с телефона. То есть основные слова, основные понятия, термины были внесены. Я должна была только несколько пояснить, разъяснить, и написание текста было минимизировано до объема 1-2 абзаца. Понятное дело, что даже используя определенные телефоны, да, или смартфоны, это достаточно неудобно набирать большие тексты. Понятное дело, что сочинение, изложение мы таким образом не напишем. Достаточно сложно. Но если мы говорим про открытые и закрытые вопросы, то при подборе платформ для проведения дистанционного контроля знаний нужно использовать такие платформы, которые позволительно использовать и со стационарного компьютера, и со смартфона, телефона. Для чего это делается? Потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что, во-первых, не у всех детей есть возможность использовать стационарный компьютер. Кроме того, все чаще и чаще, и многие системы дистанционного обучения уже перешли на такие режимы, когда наши дети пользуются определенными приложениями для выполнения тех или иных форм работы. И коллеги уже начинают вам про это рассказывать, делиться своим опытом. И вот на днях буквально нам коллега расскажет, каким образом она использует различные платформы для обучения, для проведения уроков в дистанционном режиме по русскому языку и литературе, в том числе и проведения контроля знаний. Я же сейчас останавливаюсь только на общих признаках. И, кроме того, принцип массовости и кратковременности. Массовость, понятное дело, что формы должны быть доступны каждому, но то, с чем мы столкнулись, коллеги, очень многие используют для проведения контроля знаний различные Google формы как вариант. И в этой связи, пожалуйста, не забывайте, что вопросы должны быть подобраны персонально каждому обучающемуся. Либо есть такие возможности, когда вы ставите формирование вопросов в случайном порядке, чтобы даже, мы все понимаем, что это наши с вами дети, они очень общительные, они очень мобильные, и поэтому возникает никаких сложностей при выборе Ctrl-C, Ctrl-V, да, собственно, скопировали вопрос, вставили вопрос, нашли тут же ответ в интернете и вам его обратно вставили. Есть различные функции, просто поставили галочку в определенном месте, что запретить от копирования. И мы с вами знаем, когда мы сами, как учителя, проходим курс повышения квалификации дистанционный, в ряде случаев у нас эта функция запрещена.
Кроме того, рекомендуется, мы все с вами прекрасно знаем, что есть кодификаторы, спецификаторы, в которых прописано, какое время отводится на выполнение тех или иных заданий. В этой связи рекомендуется, и разработчики дистанционных форм контроля говорят о том, что рекомендуется на сегодняшний день поставить ограничения по времени выполнения того или иного задания. Да, понятно, ребенок может, и все контрольные работы у нас, все диагностические материалы, и ВПР, и функциональная грамотность говорят о том, что если вы не справились, вы можете вернуться. Да, можете, но время поставьте ограничения. Потому что это, во-первых, мобилизует ребенка, во-вторых, любая контрольная работа у нас с вами рассчитана на определенное время. Ребенок знает, что если за урок или 20 минут, сколько, в зависимости от формы контроля, он должен сделать то или иное задание, выполнить определенный объем заданий. А если он знает, что вот он зашел сейчас и может его выполнять на протяжении 2-3 дней, понятно, что он воспользуется дополнительной литературой, то есть дополнительными источниками. Это несколько, возможно, сложно для учителя, но тем не менее. У меня был такой опыт, когда фактически вот тут дистанционные форумы различные, мы уже переходили раньше, с вами помните, из-за карантинов и так далее, когда по каждой теме я в Google форме создавала опросник, состоящий буквально из 30 вопросов по каждой теме урока. То есть, например, неделя, у меня там было в районе 4 тем на каждый класс. По каждой теме я создавала опросник из 30 вопросов, разбивала их по блокам, и каждый обучающийся, когда заходил, а он должен был, доступ был доступен только по ссылке, причем на каждого отдельного ребенка, ему автоматически собирался вопросник, 5-10 вопросов, в зависимости от того, сколько я поставила. Ребенку ограничивалось время, он выполнял, у меня приходила полностью Google табличка, где я видела, какие умения западают, какие не западают. Ребенок мог посмотреть правильные ответы, либо не мог посмотреть для того, чтобы не поделиться с друзьями и так далее. А ответы открывались после того, как выполнили, например, все дети. То есть формы могут быть разные. Массовость, кратковременность, то есть, коллеги, ограничивайте по времени, обязательно ограничивайте по времени. Принцип массовости, понятное дело, что не рекомендую вам, чтобы контрольные работы или диагностические материалы были одинаковые для всех. Но это не совсем правильно, потому что, повторю, создаются чаты, дети тут же общаются, видео в формате общаются, как угодно. Поэтому вполне возможно. Кроме того, иногда полезно использовать такие формы, как ребенок выполняет диагностическую работу, при этом с введением видеоформата. Понятно, что в данном случае у вас будет несколько более емко, более временно затратно, но тем не менее, если это ребенок, в котором, скажем так, в самостоятельности выполнения работы вы сомневаетесь, ничего вам не мешает попросить его включить веб-камеру, и чтобы он выполнял точно так же, например, на смартфоне, на компьютере, ноутбуке, без разницы. Он включает, тут же выполняет, может быть, в наушниках, либо вы ему просто выполняете вопросы, он вам называет ответ, вы вместо него вбиваете, либо он при вас выполняет всю эту работу, общаясь с вами. Тогда вы избежите того, того недоверия, которое мы иногда с вами испытываем к ребенку. Ребенку объясняете, что это индивидуальная форма работы, и ничего страшного, то есть просто хочу посмотреть, услышать цепь рассуждения и так далее. Как правило, практика показывает, что дети идут, вполне, родители, во всяком случае, 100% идут в плюс, идут навстречу, потому что это действительно работа, индивидуальная работа с ребенком. Повторю, что таких заданий, таких вот именно индивидуальных работ у вас будет минимум, потому что, в основном вы детям в любом случае доверяете, и таких сложностей возникать не должно. И принцип массовости, он сохраняется. Принцип кратковременности, демократичности, они также позволят вам тот дифференцированный подход, то есть вы знаете, что, например, у вас ребенок чуть посильнее, вы ему можете определенное количество, добавить количество заданий, и это все прописывается буквально в течение 1,5-2 минут при помощи современных возможностей. Итак, при этом ряд платформ нам с вами позволяет принимать специальные меры для обеспечения достоверности данных, осуществления контроля. Видите, в принципе, все, что я вам рассказала.
Преподнесение, закрепление, адаптация, контроль. Все это взаимосвязано, циклично. Итак, какие же меры? Во-первых, это организация системы доступа к учебным ресурсам по индивидуальным паролям и идентификаторам. Для чего это делается? Делается это для следующего. Вы в начале года ребенку создаете учетную запись. Это делается с разрешения родителей, то есть как бы это делается единовременно. И вы под этими учетными, данная учетная запись будет привязана к конкретному ребенку, соответственно, вы будете, ребенок не должен будет каждый раз начинать с контроля знаний, с заполнения определенной формы, там, фамилия, возраст, класс. У вас все это будет выходить автоматически при привязке ребенка к определенному логину и паролю. Как правило, это электронная почта, и у вас просто есть табличка, она автоматически создается, что там Иванов Петр Петрович, вот такой-то логин, такой-то логин, пароль вы не видите. Вот. А далее мы говорим о том, что используются различные шифры, кодировки для защиты таких тестов. То есть ребенок не сможет скачать, не может передать и так далее. Организация проведения контрольных мероприятий на базе сертифицированных региональных учебных центров, имеющих доступ к интернету. Мы об этом говорим. Вы видите, что доступно использование дополнительных периферийных устройств, например, видеокамер. Вы видите, что то, о чем я вам уже говорила, устройство ввода индивидуального пин-кода, то есть определенный пароль, о чем я также говорила. Ну и жесткие ограничения времени на ответ, случайных перемешиваний вариантов ответов и заданий из обширного банка. Мы с вами прекрасно знаем, что дети у нас очень такие продвинутые. К сожалению, в данном случае хочу сказать со знаком минус. Почему? Потому что они, как правило, мы все прекрасно с вами знаем, что один прорешал тест, потом записывает себе ответы, там 1А, 2Б и так далее. И вот это вот задание качуют из раза в раз. Почему я говорю, что индивидуальный подбор? Перемешайте задания. Элементарно это ставится, один клик, одна галочка в определенной графе, и будет случайное формирование вопроса. И даже если одни и те же вопросы, например, их там 10-12, и разные обучающиеся будут в разной последовательности эти вопросы проходить, опять-таки же это повысит и качество, в том числе ответов, и снизит возможность списывания тех или иных вопросов. И если в классе 30 человек, да, действительно, согласна, эта проблема также существует, но тем не менее, коллеги, если вы отработаете это один раз, начиная с 1 сентября, у меня было не 30 человек, у меня были параллели с 5 по 11 классы, минимум по 3 класса, не считая 11, да, то есть представляете, какой разброс, около 300 человек, даже больше. С 1 сентября, понятно, что если это у меня были 11-классники, то мы отрабатывали эту систему, начиная с 9, и они уже потихонечку приходили, я добавляла туда только новых детей. Если мы говорим, каждый год, получается, с 1 сентября мы отрабатывали с вновь прибывшими, поступившими детьми, эту ситуацию потихонечку начали втягиваться. С пятиклассниками сложно, согласна, очень сложно, потому что и навыки выполнения таких заданий не сформированные, и там чаще им помогают родители. И тут самостоятельность, опять-таки же, вопрос будет большой, но если вы, опять-таки же, родителям объясните, что это нужно, важно, и попробуйте на одном родительском собрании выйти в каждый класс и объяснить, как это работает, для чего это работает, и почему это работает, и что это одна из возможностей ребенка отрабатывать, в том числе в такой дистанционной форме, даже когда ребенок находится, то есть, например, болеет, и вот эта вот ситуация отработки тем, назовем это так, то родители, как правило, повторю, идут навстречу, и родители также помогают организовывать это обучение. 30 человек, в любом случае есть... Создайте тест на, 30-40 вопросов, тест условно, в данном случае контрольную работу на 30-40 вопросов. Просто перемешивайте эти вопросы. Понятно, что вопросы будут одни и те же, то есть выборку вы делаете для группы, условно, для первой части, там несколько вопросов базового уровня, несколько повышенного, несколько высокого, и просто задаете, что вот надо 5 вопросов из этих, 5 вопросов оттуда и 5 вопросов такого-то уровня, и вы их просто перемешиваете. Поэтому понятно, что будут там 3-4 человека, у которых с разных параллелей, у которых контрольные работы, попадутся так, что задания будут одинаковые. Хотя, поверьте мне, это очень
в условиях случайной выборки это достаточно сложно. Но один раз забив такие вопросы, вы фактически снимаете с себя колоссальный груз работы. Если мы говорим про то, что вот такие вот персонифицированные, да, когда вот ребенок сидит под камерой, отвечает, повторю, что это будет 2-3 человека, не больше. Поэтому, коллеги, просто надо начать отрабатывать эту систему, и дорогу осилит идущий. Тем более в наших с вами условиях, когда апрель, мы начинаем с вами итоговый контроль знаний, мы в любом случае должны входить в эту систему. Далее, ограничения временные и так далее. Мы говорим о том, что помимо всего этого система оценивания должна быть ясной и понятной. Коллеги, дети должны видеть при условии выполнения каких заданий, скольких заданий дети отвечают и получают те или иные отметки. Ну и в любом случае должна быть продумана какая-то обратная связь. Содержание для создания системы, например, в данном случае тестов для дистанционного обучения, необходимо руководствоваться рядом принципов. Вы видите, что здесь выведены 8 основных. И самое главное, когда вы создаете контроль знаний, обучающийся должен понимать, на какой контроль он идет. То есть это либо будет по итогам темы, а для накопляемости оценок, отметок мы сейчас с вами должны будем прорабатывать, в том числе и системы, когда небольшие задания, возможно, открытые вопросы, закрытые вопросы по средствам проверки конкретной темы, усвоения материала по конкретной теме. И в данном случае мы говорим о том, что это не обязательно, это может быть открытые вопросы, но еще одна особенность, что облегчит, с одной стороны, нашу с вами задачу, мы будем понимать, что дети это не списали с интернета, придумывайте вопросы, задавайте такие задания. Это может быть один вопрос развернутый, но такие задания, которые ребенок не сможет найти в интернете или сложно будет найти в интернете. Если мы говорим по географии или по истории, это предметы, которые напрямую связаны с картами, работами в контурных картах, вот тут вот возникают сложности. В чем? Потому что мы все прекрасно знаем, что есть сайты ГДЗ, где все задания по контурным картам у нас, собственно, уже сделаны, выложены, и ребенок просто элементарно перерисовывает, переписывает и так далее. Поэтому попробуйте придумать какие-то такие задания, которые ребенок не найдет в интернете. Например, возьмите просто другую карту. Возьмем тему, например, Персидская держава. Возьмите не карту Средиземноморья, а возьмите карту мира, современную карту мира. Попросите на ней отметить, где была та самая Персидская держава там, в определенный период времени, какие у нее были колонии, не колонии. В любом случае для ребенка, особенно если мы говорим про 5 класс, это будет, несколько усложнит его задачу, он должен будет сориентироваться с масштабом, он должен будет перенести свои знания на несколько иной формат. Но вот это из опыта работы то, что вот помогает, потому что действительно вот эти всевозможные ГДЗ капитально нас очень сильно поставили в жесткие условия. Кроме того, Российская электронная школа позволяет нам и 1С образование, 5 школа, позволяют нам в том числе проводить контроль знаний, привязанно к каждому классу, создавать там свои классы. У них очень интересная система заданий, и коллеги на сайте Института развития образования, вы видели, что там есть баннер отдельно, методическая помощь при организации дистанционного обучения, где представлены и федеральные ресурсы, и региональные ресурсы, и фактически там представлена вся информация, которой можно пользоваться, все порталы. Они сейчас бесплатные, они сейчас открытые, и они позволят вам также облегчить жизнь в плане контроля знаний, в плане проведения всероссийских всевозможных проверочных работ различного уровня, как по итогам изучения темы, так и по итогам изучения, например, скажем, большого блока тем. Кроме того, посмотрите,
сбалансированность, то есть комплексное отображение основных тем и сбалансированное отображение основного теоретического материала и методов практической деятельности. То есть мы не только должны каким-то образом просто знаниевый компонент, да, но в том числе и, может быть, какую-то там креативность оценить тоже у детей, какие-то альтернативные вопросы задавать для того, чтобы именно понять, понял ребенок тему, либо не понял тему, и какие сложности возникают. Фактически, коллеги, я понимаю, что вот, читая ваши вопросы, с начальным звеном все непросто, родители сами ничего не умеют, вначале родителей надо научить. Да, согласна, есть сложности, но тем не менее сейчас работают горячие линии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и консультационного центра, и федеральные горячие линии, которые помогают, как раз и нацелены на то, чтобы помочь и детям, и родителям в этой ситуации. Но кроме того, коллеги, 21 век на дворе, многие учителя прекрасно общаются с родителями посредством классных руководителей, либо напрямую при помощи различных социальных сетей и различных мессенджеров. Поэтому согласна, что есть еще одна проблема – нет доступа к интернету, и это то, с чего я начинала. Поэтому контроль знаний нужно продумывать таким образом, что посредством телефона. Если нет телефона, то в любом случае работа с учебником, работа с картами никто не отменял. Но наша с вами задача сейчас не только облегчить жизнь детям, но и облегчить нам с вами жизнь, потому что то качество материала, которое представляют нам дети, и вы, коллеги, мне кажется, многие с этим столкнулись, в всяком случае, общаясь с педагогическим сообществом Республики Коми, слышу о такой сложности, проблеме, что дети предоставляют материалы иногда в жутком качестве, то есть где-то что-то выполнено, да, но это тетрадные листы, все черкано-перечеркано, фотография жуткая, там половина тень закрывает, и мы с вами должны это проверять. Понятно, что от этого мы далеко не уйдем. Если мы говорим написание сочинения в Word, то, как правило, мы понимаем, что нам нужно прогонять это сочинение через антиплагиаторы, потому что, опять-таки, 21 век на дворе, дети и все остальное прочее. Поэтому какие-то формы. Но есть какие-то темы, предметы, которые позволяют через такие формы. Кроме того, у нас есть с вами доступные такие, как Решу ЕГЭ, Решу ВПР, Решу ОГЭ, которые позволяют нам создавать варианты для обучающихся и приглашать детей выполнять эти варианты, ограничивать по времени и так далее. То есть сервисов очень много, и призываю еще раз обратиться к порталу института, посмотреть к сайту института, посмотреть возможности. Если будут возникать вопросы, то фактически на заглавной страничке, соответственно, вот здесь представлены телефоны, поэтому, собственно, звоните, спрашивайте, будем стараться помочь. И в этой связи хочу обратить наше с вами внимание еще на... Не срабатывает ссылочка. Тем не менее, 28 марта на портале Коми-Информ было выложено интервью с представителем Министерства науки, образования и молодежной политики Республики Коми, где задавался вопрос, каким образом будут оцениваться знания школьников на дистанционном обучении и как учителям проследить, чтобы ученик во время написания контрольных онлайн-тестирований не списывал. И здесь фактически, коллеги, кому интересно, 28 марта, утро, Коми-Информ, статейка, ответ на вопросы, вопросы-ответы, брифинг. И мы говорим о том, что я позволю себе зачитать. Школа и каждый учитель-предметник должны продумать формат заданий, выполняемых обучающимся, таким образом, чтобы избежать прямого списывания информации как из первоисточника, так и у одноклассника, что позволит объективно оценить выполнение задания. Вместе с тем, федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня среди требований к результатам освоения образовательной программы есть и развитие способности самостоятельного поиска информации. Поэтому при подготовке задания
для обучающихся учитель может предусмотреть в том числе и поиск определенной информации по учебному предмету. Кроме того, образовательной организации необходимо определить формы обратной связи обучающегося с учителем-предметником. Обратная связь может осуществляться посредством ГИС Республики Коми «Электронное образование» под системой сетевой город образования, личного контакта учителя и обучающегося, передачи выполненных заданий, общение по телефону, СМС-общение, общение в соцсетях, право проведения тестирования и других испытателей в онлайн-режиме, в том числе онлайн-экзамен, остается за образовательной организацией, которая принимается ею с учетом целесообразности и наличия материально-технических условий как в самой образовательной организации, так и у обучающихся. То есть наш с вами учредитель фактически объяснил нам, что все те же самые положения и моя презентация никоим образом не противоречит требованиям учредителя. То есть действительно различные формы, различные методы. И, коллеги, почитайте эту статью «Ответы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на злободневные вопросы, в том числе и организация дистанционного обучения и так далее». И действительно много чего интересного. Если будут возникать вопросы, повторю, что готова ответить на них. Телефон представлен. Звоните, спрашивайте, будем рады вам помочь. Надеюсь, что материал представленный был вам полезен и интересен. Всего доброго. До свидания.